Это телеканал Якутия-24. Мы продолжаем вещание в прямом эфире. С вами Влад Давыдов и программа «Итоги дня». Добрый вечер. Смотрите сегодня. Сезонные риски. Показатели заболеваемости простудными заболеваниями в республике повысились в 2 раза. Как бороться с ОРВИ и что советуют медики по части профилактики? Привычка может стоить вашей безопасности. В Якутске официально убрали пешеходный переход на пересечении улиц Петровского-Белинского. Но люди по старой памяти переходят по ней без оглядки. Как же так? Комфортная городская среда. Чиновники и общественники проверили в Якутске объекты, благоустроенные по этой федеральной программе. Какие выявили нарушения? Информирован, значит вооружен. В Мирном организовали дни финансовой грамотности. Какие вопросы интересуют население? На страже природы. Сегодня работники лесного хозяйства отметили профессиональный праздник. Сюжет о нелегком труде сотрудников этой отрасли. Один за всех и все за одного. В Алдане прошли осенние военно-полевые игры «Зорница». За звание лучших сошлись 4 команды. Госдумой во втором чтении принят законопроект президента страны по поддержке граждан предпенсионного возраста. Законопроектом об установлении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 144. Увольнение или непринятие на работу по этим мотивам наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, либо обязательными работами. Предпенсионным возрастом в законопроекте предлагается считать период до 5 лет, предшествующий назначению страховой пенсии по старости. В Москве руководитель Якутии Айсен Николаев встретился с постоянным представителем республики Андреем Федотовым и 2 его заместителями Юрием Кравцовым и Александром Сафроновым. Озвучили, что социально-экономические задачи, стоящие перед постпредством республики, сегодня как никогда являются важными и актуальными для Якутии. Также обозначили ближайшие перспективы работы. Работы по ликвидации последствий паводка в Якутии завершены на 78,5%. По словам зампреда правительства региона Алексея Колодезникова, в целом аварийно-восстановительные работы завершены в Мегиноконгаласском, Чурапчинском, Намском районах. Высокая степень проведения работ в Амгинском и Татинском улусах, сказал Колодезников. Многоквартирные дома отремонтированы на 83%, объекты образования на 87%, ну а объекты здравоохранения на 100%. Вице-премьер Колодезников добавил, что восстановительные работы по жилфонду завершат до октября. Министерство образования и науки Якутии начало проверку по факту конфликта в Томмотской средней школе номер 6. Видеосюжет на минувшей неделе показал телеканал 360. В сюжете рассказывается, что первоклассник систематически избивал свою одноклассницу. Сегодня в целях оказания психологической помощи участникам этого конфликта в Алдан выехал специалист Центра психолого-медико-социального сопровождения Минобрнауки. Ну а завтра в целях выяснения обстоятельств на место происшествия также выезжает комиссия министерства, которая находится в плановой выездной проверке школ в Алданском районе. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры, сообщил министр образования Владимир Егоров. В отношении компании «Колмар» Минэкологии Якутии направила иск для взыскания суммы вреда в судебном порядке. Напомним, в мае этого года в Нерингринском районе произошло загрязнение ручья Дежневка. Госинспекторы охраны природы установили, что сточные воды поступали с территории промышленной площадки ГОК «Денисовский». Тогда было направлено претензионное письмо о добровольном возмещении вреда. Сумма 127 миллионов рублей. В настоящее время в связи с неоплатой комбинатом Денисовский в установленный срок направлено исковое заявление в арбитражный суд республики.
Показатели заболеваемости простудными заболеваниями в республике повысились в 2 раза. О том, как бороться с ОРВИ, что советуют медики по части профилактики, рассказывает Юрий Осипов. По словам медиков, уже повышается число пациентов с ОРВИ. Врачам 3-й поликлиники поступает в среднем 180 вызовов на дом. В данное время обращаемость повышается населения по поводу ОРВИ, что связано с сезонной заболеваемостью. В целом на 1,5-2 раза. Болеют в основном детское население, так как начали работать детское учреждение и школа. Сегодня 26% заболевших приходится на детей до 2 лет, 29% дети в возрасте от 3 до 6, 24% дети от 7 до 14 лет и 21% лица 15 лет и старше. Профилактическими прививками охвачены более 135 тысяч жителей Якутии, что составляет 14% населения. Всего к эпидсезону планируется привить более 438 тысяч человек. Городу Якутску прививками против гриппа охвачено более 31 тысячи жителей, а среди них детей более 9 тысяч и взрослых более 22 тысяч населения. Помимо вакцинации, врачи напоминают простые правила профилактики против ОРВИ. В целях профилактики заболевания медики рекомендуют не допускать переохлаждения организма, то есть одеваться по погоде, тщательно мыть руки регулярно, по возможности проводить влажную уборку в помещении, ограничить контакты с больными людьми и вести здоровый образ жизни. Бесплатную вакцинацию против гриппа можно сделать в поликлиниках по месту жительства, учебы, работы. Также работают выездные прививочные бригады. Юрий Осипов, Илья Сыромятников, Павел Пахомов, Якутск. В Нерюнгринском районе по подготовке к зиме паспорта готовности в полном объеме выдано бюджетным учреждениям и объектам социального обеспечения. Для учреждений по системе здравоохранения в объеме 99%, работа в коммунальной сфере выполнена на 92%, в жилищном фонде порядка 97%. Не выдано паспорта готовности 5 домам, это в поселке Серебряный Бор. Их обслуживает управляющая компания «Рост». По ресурсоснабжающим организациям, в том числе и сетевым, к отопительному сезону готовы коммунальные предприятия поселка Бергакит и Нерюнгри «Теплоналадка». Отметим, что Ростехнадзор проведет проверки с 1 октября по 1 ноября. Не допускается, что кто-то из органов местного самоуправления там был готов не на 100%. Если говорить о готовности текущего периода, то по результатам межведомственной комиссии, которая заседала 19 числа, были подведены итоги. Выполнение плана мероприятий по Нерюнгринскому району составляет 96%. Фонд капитального ремонта напоминает жителям о том, что акция «Прощенные дни» продлится до 22 сентября. В эти дни жители республики могут оплатить задолженность без пени. Напомним, акция стартовала еще 8 сентября. Ею воспользовались уже более 5000 жителей. Подробная информация размещена на сайте Фонда капитального ремонта. Можно оплатить всеми способами оплаты. Это в кассах Энергосбыта, Коммунтеплосбыт, во всех отделениях Сбербанка, Алмаз-Регенбанка, Газпромбанка. Ну и, конечно, на нашем сайте fondkr.ru. Для тех должников, которые не успеют воспользоваться этой возможностью, хотели бы также напомнить, что с октября месяца у нас будет усилена претензионная исковая работа в отношении таких должников. Поэтому хотели бы, чтобы собственники максимально погасили свои долги, воспользовались этой возможностью. Представители Минстроя республики совместно с Общероссийским народным фронтом посетили территории в столице, благоустроенные за счет федеральных денег. Речь идет о программе формирования комфортной городской среды. В ходе объезда комиссия не выявила замечаний и оценила выполненные работы. Репортаж Дмитрия Тымырова. С каждым годом город становится все краше. Это замечают не только жители Якутска, но и гости столицы. Многое становится возможным благодаря участию региона в реализации федеральных программ по благоустройству территорий на территории страны. Программа формирования комфортной городской среды реализуется на территории Якутии вот уже 2-й год. За это время было благоустроено 84 дворовых территорий и общественных пространств. Мы посетили дворовую территорию в районе микрорайона ДСК. Новая детская площадка уже радует горожан. Была тут детская площадка, чуть-чуть скучно, она была сломана. Но сейчас построили деревянную,
площадку, новые горки необычные. Я никогда такой детской площадки ни одной не видел в своей жизни. Представители Общероссийского народного фронта здесь выявили ряд нарушений, которые должны были устранены еще до открытия, но по каким-то причинам не были выполнены. Торчащие саморезы, уже непригодные к эксплуатации части объектов, на сегодня становятся опасными для посетителей. И вот сегодня мы обнаружили там всякие доски с гвоздями, дырки, потом материалы, которые в некоторых местах есть, которые не соответствуют. Поэтому все вот эти меры, мы как общественная организация, наша задача все-таки обратились, чтобы на это внимание. По некоторым объектам, конечно, есть мелкие замечания, но подрядчики, они свои гарантийные обязательства исполняют, у них гарантия идет 2 года, поэтому работа ведется в любом случае. По некоторым объектам выявленные нарушения уже устранены. Комиссия осталась довольна выполненными работами. И сейчас дело остается за их содержанием. Представители Минстроя Якутии отметили, что в будущем таких проектов будет еще больше. Ежегодно, то есть у нас эти темпы будут наращиваться. Гарантийный срок по завершению работ, по-моему, 3 года у нас для того, чтобы застройщик, если будут выявляться какие-то нарушения или что-то будет там, скажем так, ломаться в процессе эксплуатации, они должны устранять в течение. То есть есть гарантийный срок по устранению нарушений. В целом комиссия посетила 5 объектов, которые благоустроены за счет федеральных средств. Они надеются, что к благоустроенным территориям и объектам общественность проявит бережное отношение. Ведь от этого зависит не только их срок эксплуатации, но и внешний облик города. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. «Газпром» примет на работу 1200 человек, в том числе из нашего региона. В рамках проекта «Сила Сибири» создано 5 линейных производственных управлений в Якутии и Амурской области. Штат наберут к началу эксплуатации газопровода, запланированному на декабрь 2019 года по 35 специальностям. В августе компания начала работу с центрами занятости населения по проведению ярмарок вакансий в Свободном, Сковородино, Нерюнгри, Ленске, Алекминске. Поиск сотрудников ведется в малонаселенных районах. По итогам первого этапа «Газпром Трансгаз Томск» отобрала 383 потенциальных сотрудника. В Мирном организовали дни финансовой грамотности. По всем интересующим вопросам горожанам отвечали профильные специалисты, рассказывает Марферина Алексеева. Для студентов регионально-технического колледжа города Мирного прошло мероприятие «День финансовой грамотности». Встреча включала в себя актуальные обсуждения, такие как налогообложение физических лиц, формирование бюджета по расходам и доходам, условия получения кредитов и пользования банковскими картами. Мероприятие необходимо, считаю, потому что уровень знаний именно подростков в нашем Минском районе, по моим личному мнению, очень мало знакомо. В основном люди интересуются потом кредитованием, ипотечное кредитование, процентные ставки, откуда эти процентные ставки берутся. Уровень заработной платы – это очень сильно по вопросам большинства, это больная тема, как говорится, любого жителя. Студенты колледжа проявили заинтересованность, задавая различные вопросы. Мы студенты, нас интересует стипендия, общежитие и, дальнейшее трудоустройство в нашем городе. Данное мероприятие хорошо, но надо ее отредактировать и корректировать, и внести поправки. Должны быть вот такие встречи, как с головой города, ток-шоу, там мэрия, необходимо провести для среди школьников и студентов. Было бы очень хорошо, и мы бы были благодарны с своей стороны. В конце мероприятия самым активным студентам вручили памятные подарки. Сегодня проходит ярмарка финансовой грамотности. Население может проконсультироваться по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ, услуг в области земельно-имущественных отношений, по предоставлению жилья молодым семьям, налогообложению, получению материнского капитала, а также о накопительной части пенсии. Ярмарка финансовой грамотности проводится уже в 3-й год. Проходит она в 2 этапа. Это презентация, затем консультация населения по интересующим вопросам. Целью проведения данных мероприятий является повышение уровня финансовой грамотности
значит, разных слоев населения, начиная от детского возраста, то есть школьников, и далее студентов, ну и, конечно, взрослого населения. Меня очень радует, что было очень много вопросов, которые задавали и многофункциональному центру, и пенсионному фонду. Самой актуальной темой для населения оказался вопрос о предоставлении жилья молодым семьям и вопросы о предоставлении муниципальных услуг в области земельно-имущественных отношений. То есть сначала формируется земельный участок, ставится на кадастровый учет, а потом в последующем обращаетесь с отдельным заявлением. В прошлом году Мирнинский район занял первое место по количеству выданных свидетельств молодым семьям по Якутии. Кто может принимать участие в этом мероприятии? Это молодые семьи, проживающие на территории Якутии, не достигшие 35 лет, имеющего... Может быть молодая семья без детей, либо имеющая одного и более детей, либо неполная семья, состоящая из одного родителя, которая имеет одного и более детей. И 11 членов семьи, либо муж, либо жена, могут быть не гражданинами Российской Федерации. Получить консультацию по интересующим вопросам жители могут в любой рабочий день в многофункциональном центре города. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Сейчас короткая пауза. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня через несколько секунд. Привычка может стоить вашей безопасности. В Якутске официально убрали пешеходный переход на перекрестке Петровского-Белинского, но люди по старой памяти переходят по ней без оглядки. Как же такое происходит? На страже природы сегодня работники лесного хозяйства отметили профессиональный праздник. Сюжет о нелегком труде сотрудников этой отрасли. Один за всех и все за одного. В Алдане прошли осенние военно-полевые игры «Зорница». За звание лучших сошлись 4 команды. Якутия-24 продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». Я Влад Давыдов. Мы продолжаем выпуск. В Якутске официально убрали пешеходный переход на пересечении улиц Петровского-Белинского, но люди по старой привычке продолжают по ней переходить, нарушая правила дорожного движения безо всякой оглядки. Почему эту зебру ликвидировали? С таким вопросом обратились в нашу редакцию телезрители. Также горожане спросили у нас про ремонт участка дороги по Хатынь-Урякскому шоссе в районе строительного рынка. Отвечает наш корреспондент Александр Зубехин. Белой зебры на перекрестке улицы Петровского-Белинского теперь нет. Однако, рискуя жизнью, горожане идут привычным маршрутом. Краска стерлась. Весной было. Но надо своевременно исправить, чтобы зебра делать. Замызганный, что ты не знаешь, стерто здесь или нарисовано здесь. Негуманно к пешеходам. Но если людям нужно сюда идти, и где они должны бегать, искать по всей улице, где можно перейти и потом назад возвращаться. Но все равно люди здесь ходят. Причиной ликвидации пешеходного перехода на улице Петровского стали новые требования ГОСТа. Согласно им, дороги с 4 и более полос должны быть оборудованы островком безопасности или светофорным объектом. Так как параметры дороги на Петровского не отвечают требованиям ГОСТ, пешеходный переход решено было убрать. Несмотря на то, что данный пешеходный переход был ликвидирован, сообщаем то, что вот на этом же участке дорог в шаговой доступности имеется пешеходный переход со светофорным регулированием. Это перекресток Петровского-Юнского и автобусная остановка школы номер 17 с кнопкой вызова. А что касается второго вопроса, который поступил от наших телезрителей, продолжаются работы по капитальному ремонту Хатынь-Урякского шоссе. Для удобства горожан открыт круговой перекресток на улице Зорницкого, но действует скоростное ограничение до 40 км в час. Этот перекресток не оборудован светофорами и является нерегулируемым. Здесь пропускная способность выше, а время ожидания меньше, что является его преимуществом.
Новый круговой перекресток шестиполосный, однако разметки еще нет. Асфальт свежий и имеет пленку. Краску нанесут через 9 дней, когда пленка свежего покрытия сойдет. Осталось, значит, ограждения пешеходные делать, запустить светофорные объекты. Проходит работа по устройству опор наружного освещения с двух сторон. Здесь у нас будут установлены новые современные светильники, энергоэффективные. Горожане нововведением довольны и пользу от кругового перекрестка уже ощутили. Разметку только начертить нормальную, потому что в городе по круговому движению мало кто умеет правильно ездить. Может, для начала не очень удобная вещь, но когда привыкаете к ней, то она вообще, короче, ускоряет движение, в целом поток намного больше. И считаю, что это вообще полезно. Дорогу разгрузила это? Да, разгрузил. Это отдать должен. Разгрузил и хорошо разгрузил. Но опыт наберутся, я думаю, что это очень приемлемо, правильно сделали. Срок завершения работ, согласно муниципального контракта с организацией «Дорис», 30 октября этого года. К этому моменту все запланированные работы по капитальному ремонту Хатынь-Юрьевского шоссе должны быть завершены. Александр Зубехин, Юлус Иннокентьев, Якутск. Сегодня работники лесного хозяйства отметили профессиональный праздник. По их признанию, минувшее лето оказалось одним из самых сложных за последние годы. О работе и трудовых заслугах сотрудников этой отрасли в сюжете Ланы Ильиной. Музыкальные номера, поздравления, вручение наград. Главные герои торжества – работники лесного хозяйства. Буквально 10 сентября закрыт пожароопасный сезон. Это лето выдалось особенно напряженным. На территории республики у нас зарегистрировано более 600 лесных пожаров на общей площади 3 миллиона 100 тысяч гектаров. В прошлом году, если сравнить, тоже 600 с лишним пожаров было, но при этом площадь пожара была где-то в 2 раза меньше, 1 600 000. Ну, то есть в текущем году очень засушливое лето прошло, и в основном горела вот лесотундра, тундра. То есть северные территории, которые у нас более 7 или 8 лет вообще не горели. Сегодня в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню работника леса, лесоводы Якутии традиционно собрались в сквере лесника возложить цветы к памятнику Героя Советского Союза Николая Саввича Степанова. Главная идея сквера лесника – это поклонение якутской лиственнице. Это дерево – главное топливо, строительный материал для якутов. В этом сквере сегодня открыли памятник Константину Аникину, основателю лесного хозяйства в Якутии. Он первым составил фактическую характеристику лесов, доказывал, что в лесном хозяйстве нужно организовывать лесное хозяйство. И благодаря его работе 14 февраля 1939 года было принято постановление Совнаркома, которым было организовано управление лесов местного значения. На торжественном мероприятии, состоявшемся в Доме правительства номер 2, заместитель председателя правительства Денис Белозеров поздравил работников лесного хозяйства. Труд людей, стоящих на охране лесов, действительно героический. Им приходится часто рисковать жизнью во время тушения пожаров. Они знают о лесе все, слышат его, чувствуют его. Работники леса дано понять, что многогранную философию леса и его характер, который, и узнать, увидеть тайну природы. В Якутии в этом году открыто федеральное отделение лесного хозяйства в составе 65 человек. Ими проводились взрывные работы, вызывание осадков. Работа стражи леса и опасна, и трудна. Несмотря на очень сложные условия, повреждения огнем объектов экономики и населенных пунктов допущено не было. Лана Ильина, Илья Сыромятников, Якутск. В Алдане прошли осенние военно-полевые игры. Зорница приняли участие 4 команды из образовательных учреждений Алдана, поселка Ленинский и поселка Хатыстыр. В числе фаворитов выступала команда школы номер 9. Это трехкратные обладатели переходящего кубка Зорницы. Как сложилось в этот раз? Сюжет Руслана Павлова. Детальный инструктаж по преодолению препятствий, установка боевой задачи, и в небо взлетает ракета, возвещающая о начале военно-полевой игры «Зорница». Это 4-я по счету игра с весны 2017 года, которую возродили участники некоммерческой общественной организации «Алданский клуб парашютного спорта».
Сейчас не получилось у многих школ, потому что у них проверки. Они мотивируют этим, что проверки, и у них времени нет, учителя все заняты. В наши дни зорница уже не та, что в советское время. Задачи для участников стали больше прикладными, появились более современные препятствия, оружие, из которого ребята могут поражать различные мишени. С другой стороны, нет той массовости, которая была в советские годы. Поэтому организаторы планируют включить зорницу в календарь обязательных образовательных мероприятий. Будем выходить на главу района, чтобы включил нас. Поставили нас в план мероприятий по школам, чтобы не было такого, что мы не знали, мы не хотим и так далее. Чтобы палки в колеса не ставили никто нам, чтобы добросовестно отправляли детей. Детям нравится, самое главное. Нравится учителям или нет, это их проблемы. Главное, детям нравится. Побегать, пострелять, повоевать. На этот раз в зорнице приняли участие 4 команды из учеников 7-8 классов 5, 9, 20 школ района и Алданского лицея. Кто-то впервые выходил на полосу препятствий и разбирал автомат, а кто-то, как команда школы номер 9, участник постоянный. Наряду с мальчишками в бой шли девчата, которых зорница приближает к мечте. В будущем встать под погоны. Мне нравятся военные игры. Мне нравится это спорт, сила, дух подтягивает, командная игра. Это все. Я с самого, наверное, с самой школы мечтала о военной, о МВД. Намерение на МВД. По итогам осенней игры «Зорница» победу одержала и в 4-й раз забрала переходящий кубок команда школы номер 9 города Алдана. Впрочем, по мнению организаторов, главное – это участие. Подобные игры воспитывают в подростках интерес к военному делу, чувство локтя и командных действий, где от каждого игрока зависит итог всей игры. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. В Ленске открыли секцию по борьбе хапсагай. Занимаются как взрослые, так и дети, рассказывает Анна Кожевникова. На старт, внимание, марш! Вперед! За новыми победами и достижениями устремились юные спортсмены. С 3 сентября школьники приступили не только к новому учебному году. Многие отправились в спортивные секции. Кто-то развивать физическое здоровье для себя, а кто-то работать на высокий результат и достигать олимпийских вершин. У нас, получается, сейчас по поселениям активно развиваются в основном национальные виды спорта. Это получается в селе Натора, в селе Беченча, в селе Чамча. Вот сейчас мы нынче взяли инструктора-методиста. Набирает обороты и активно развивается в Ленском районе вид якутского национального единоборства хапсагай. В сельской местности хапсагай давно пользуется популярностью. С этого года подобная секция появилась в Ленске, в спортзале «Виктория». Сегодня в детской группе хапсагая около 15 человек, а во взрослой 25. Я в детстве занимался вольной борьбой. И вот навыки все равно есть, знаю приемы все. Вот сейчас пришел, детям передаю то, что умею, то, что знаю. Выдерживают нагрузки не все ребята. Уже первые тренировки показывают, у кого есть борцовский характер. Например, хорошие результаты у Марка Исакова. Он для себя выделил несколько главных качеств, которыми нужно обладать, чтобы заниматься этим национальным видом борьбы. Я думаю, хорошей дыхалкой, сильными мышцами и все, наверное, и умом. Многие приемы в хапсагай пришли из вольной борьбы. Но есть и свои, исконно якутские. Например, сахача – подсечка от прохода в ноги. Его изобрел первый якутский чемпион СССР по вольной борьбе Николай Захаров. Этому приему и таким, как хабарьи, турген, ребята только будут обучаться в новом году. Ребятам предстоит изучить один из основных приемов хапсагая – турген, в результате которого борец должен повалить соперника на ковер. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске состоялась премьера нашумевшего якутского фильма «Царь-птица». Напомним, картина удостоилась основного приза Московского международного кинофестиваля, а также завоевала спецприз в Монреале. И вот, наконец, фильм начали показывать на родине. На второй день премьеры режиссеру Эдуарду Новикову вручили свидетельство лауреата главы Якутии. Главному герою Степану Петрову вручили звание «Заслуженный артист республики», сценаристу Семену Ермолаеву «Заслуженный деятель искусств», а оператору Семену Аманатову вручили грамоту правительства.
Для якутского зрителя это самый обычный фильм. Простая якутская история, очень простая, всего с двумя персонажами. А вот для зрителя извне это, наверное, интересно, потому что есть аутентичность, этнография и образ жизни, который близкий к природе. Вот это, наверное, для внешнего зрителя очень интересно и ново, а для нас это обыденная жизнь. Звездой уже другого кино про царя-птицу может стать герой следующего нашего репортажа. Якутянин Герман Арбугаев начал тренировать у себя ястреба навыки охоты. Как известно, охота с птицами традиционно сохранилась у многих тюркских народов, но в Якутии в наши дни это пока первый такой подобный опыт. Репортаж Саргаланы Захаровой. Элеку друга майбыт, элеку друга майбыт. Такой фразы, которая значит, что у коршуна горит хвост, обычно деревенские дети отгоняют от своих дворов хищных птиц. Но здесь решили пойти по другому пути. Решили не враждовать с хищниками, а попробовать с ними подружиться. Как это получилось у первого заводчика хищных птиц в Якутии? Давайте узнаем. Ястреб-тетеревятник Чачур – первый и пока единственный ручной хищник Германа Арбугаева. 2 недели назад из-за своей же прожорливости он угодил в ловушку. В голубятню сверху люк такой есть, и он туда провалился и с голубем вот так вот сидит, глаза вытаращил, ничего понять не может. И мои ребята крикнули мне, я пришел и, собственно, его поймали. И, как говорят, Баянай прислал нам его. Ай ты мой красавчик. Ну вот он должен по свистку, по свисту. Во время питания я вот так свищу. Это вырабатывается приобретаемый рефлекс на питание. Вот сейчас я могу его дистанцию увеличивать. Свисток и грозная птица мигом оказывается на руке у хозяина. Пока тренируется только внутри клетки. Чужих не подпускают, но со временем как аудиторию, так и дистанцию планируют увеличить. Потом будем на длинном поводке, такой где-то метров 8-10. А потом уже будем выходить вообще на свободу. И будем надеяться, что этот рефлекс, который вот должен быть достаточно для того, чтобы он при вольном полете на свист прилетал. Тренировки нужны каждый день, говорит заводчик. В противном случае птица может снова одичать. Для Якутии подобное увлечение в новинку, поэтому всю информацию пришлось искать в интернете. Как оказалось, в сети ее немало. В интернете выписал уже специальную перчатку для ловчих птиц. Вот этот вот клобучек с султанчиком под его размер. Мне сказали взвешать его, он 670 грамм. Мне заказали, там целая индустрия. В общем, это очень интересно. В очередной раз, восхищаясь величием хищника, Герман Арбугаев вспоминает знаменитый якутский фильм «Царь-птица». Надеется, что в будущем его Чачур тоже сможет стать звездой кино. О, пойдет сейчас. Опа, красавчик. Царь-птица наша. Да, красавчик, ты же красавчик у нас. А пока учиться и еще раз учиться. Впереди грандиозные планы. Увеличить количество птиц, а главное показать людям настоящую соколиную охоту. Саргалана Захарова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Таковы итоги дня. Смотрите наш телеканал Якутия-24 и будьте в курсе всегда. Оставайтесь с нами.